Чудура Хартек – одна из жительниц ЛДО, которая устраивает в новую школу своего ребенка. Мама третьеклассницы Алины очень рада долгожданному событию. Ведь раньше приходилось ездить в городскую школу номер 3, что доставляло массу неудобств и беспокойства об их безопасности. Очень удобно, что построили здесь школу. Мы раньше учились в 3-й школе. Очень тяжело было нам добираться, рано вставать, детей будить. И особенно зимой очень тяжело было на остановке стоять долго, и дети мерзнут. Мы очень рады, что построили, и на дорогу много времени не нужно будет тратить. Скажи, школа тебе внешне нравится? Да, она очень большая, я могу запутаться. Но еще мне нравится, что она такая Разноцветная. Да, разноцветная. Образовательное учреждение рассчитано на 825 мест только в одну смену. На данный момент набрано 823 учащихся. Из них 308 – это первоклашки. Прием заявлений будет производиться до 31 августа текущего года. Сейчас идет оформление с 9 часов утра до часу. С понедельника по пятницу идет прием администрации новой школы. Желающие родители должны подойти с 9 до 13 часов, написать заявление, получить справку подтверждения, пойти в свою школу, взять личное дело и медкнижку свою, да, и прийти и оформиться в школу. Департамент по образованию мэрии Кызыла в конце нынешнего учебного года проводил мониторинг на предмет количества обучающихся, изъявивших желание перевестись в новую школу на ЛДО. Результат мониторинга показал, что из общеобразовательных организаций города в школу номер 18 переводятся 1245 детей. Помимо детишек набирают и педагогов для новой школы. На сегодняшний день набрано 19 учителей, 19 сотрудников. Это в основном административный корпус и техперсонал. С сегодняшнего дня начинаем оформлять педагогические кадры, то есть документально оформлять, значит, и они будут приступать к работе. Планируется, значит, сотрудников в новой школе около 200 сотрудников. Это и учителя, и прочие, и, значит, техперсонал. Учителя, которые предварительно приняты на работу, все из разных школ. Некоторые живут на ЛДО, когда работа рядом. Например, Шарана Хавалык, учитель истории, ранее работала в школе номер 11. Мне очень удобно работать в новой школе. Так как мне надо ездить целый час в автобусе, на дорогу я тратила целых 3 часа. И вот сейчас вот эти 3 часа буду использовать для работы. Новый директор школы Александр Сурунчап ранее работал учителем во 2-й школе. Рассказал, что по итогам конкурса на открытую вакансию директора данной школы стал победителем. Мы прошлись по большой школе, которая имеет 3 разных блока и несколько сквозных входов. Кабинеты большие и очень удобные. Начальная школа называется блок В. Здесь 21 учебных кабинетов. И административный блок это посередине, и дальше отдельно блок старшей школы. Там тоже 18-20 кабинетов. А также в административном блоке на 2-м этаже имеются специально отведенный этаж, это творческий, как я понимаю, там актовый зал, кабинет ИЗО, отдельно кабинет чечении, музыка, пение, информатики, кабинет технологий для девочек по обработке тканей, а также мастерские для мальчиков по металлу и по дереву тоже по отдельности. И также комната домоводства есть. В школе также имеется 2 кабинета группы продленного дня для первоклашек, которые могут устроить тихий час, поиграть, заняться уроками до 17 часов. Школьная столовая вмещает большое количество детей. Даже в столовой имеется 18 помещений для разновидной продуктовой продукции. К безопасности в детских учреждениях всегда относятся с особым вниманием. Охранная противопожарная система в первую очередь должна быть во внимании. Также в школе установлена система видеонаблюдения и интернет. Школа номер 18 названа
именем первого министра просвещения Тувинской Народной Республики Тыва Оржака Лапсан Кендена. К прилегающей территории новой школы номер 18 продолжают работу по установлению детской площадки, стадиона, беговой дорожки, волейбольной, футбольной и баскетбольной площадки. Инна Клаян, Буян Мангуш, Мирана Иргит, Тува 24.